Познание раба своего Господа. Говорит автор, если тебя спросят, какие 3 основы обязательно знать каждому человеку, то скажи: познание раба своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, или, как говорил автор в некоторых других своих книгах, познание рабом своего Господа, а также пророка, алейхи салату вассалям, и религии ислам на основе доказательств. На основе доказательств. Эти 3 великие основы, про их важность мы говорили на прошлом уроке. Здесь автор говорит: скажи познание рабом своего Господа, то есть познание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Все мусульмане должны знать своего Господа. Мы веруем в Аллаха, мы должны знать, что Он Субханаху ва Та'аля великий, могучий, обладает прекрасными именами и возвышенными качествами. Должны знать Его сущность и Его действия. Наш Господь Бог, Всевышний Аллах, Он ни на кого не похож, и не было, и не будет никогда такого, кто равнялся бы с Ним. Нету Ему равных, и ни на кого Он не похож. Как Всевышний сам сказал про себя: «Лейса камислихи шей, ва хуа ас-сами'уль басир» в одном из аятов Священного Корана. Нет ничего подобного Ему, ничто на Него не похоже. Он слышащий, видящий. Нет ничего подобного Ему, ничто не похоже на Него. Никто не сможет равняться и даже приблизиться к этому, к совершенству Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. Нет таких. Ни в Его сущности, ни в Его именах, ни в Его качествах, ни в Его делах. Никто с Ним не сравнится, Субханаху ва Та'аля. Мусульманин должен знать это, что Он Его Творец, что Он единственный, который дает ему пропитание, удел, что Он единственный, кто распоряжается Его делами, управляет ими. И не только ими, но Он единственный, управляющий во всей этой вселенной, во всем этом мире. Всем управляет только Он, Субханаху ва Та'аля, и никто не заслуживает поклонения, кроме Него одного. Только Он заслуживает, чтобы все люди обращались к Нему с поклонением, предавались только Ему одному. А если кто-то не сделает этого, посвятит хотя бы один вид поклонения не Ему, он становится многобожником. Этого делать нельзя. Это большая несправедливость, когда человек начинает продавать Аллаху в сотоварищи, делать ширк, несмотря на то, что он знает, что Создатель Аллах, управляет всеми делами Аллах, пропитание дает Аллах, что Он оживляет, что Он умерщвляет, что Он, Субханаху ва Та'аля, над всем наблюдает. После этого, если будет прибегать к кому-то за помощью, взывать к кому-то другому вместо него, это будет указанием или доказательством на то, что этот человек совершил великую несправедливость по отношению к Творцу. И это его поклонение, конечно же, будет недействительным, не соответствующим даже здравому разуму человеку, который появился на этот свет, зная, что тот, кто создал его, только он заслужит поклонения. Значит, слова здесь автора: познание рабом Всевышнего Аллаха, должен знать Аллаха вот таким вот образом. Верит, что у Него есть прекрасные имена, великие качества, и они упоминаются в Коране, а также в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть Аллах, Он описал себя. Аллах, Он себя описал, Он себя охарактеризовал. Где можно найти описание Аллаха? Где мусульманин найдет описание Аллаха? В Священном Коране. Читая Священный Коран, мы начинаем познавать Аллаха. Когда читаем аяты Корана, мы познаем Аллаха. А также хадисы пророка, изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Слушая их, читая их, мы тоже начинаем познавать с вами кого? Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та'аля. И когда верующий познает Аллаха вот таким вот образом, как от него требуется, он начинает поклоняться Ему через эти имена и через эти качества. Брать эти имена и эти качества средством приближения к Нему, средством приближения ко Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля в своих молитвах, в своих просьбах и в своих поклонениях. Начинает приближаться к Нему, делая вот эти вот имена и качества средством приближения к Нему. Посредством них он становится ближе к Аллаху Субханаху ва Та'аля во всех своих поклонениях.
И Всевышний, нет сомнений, дорогие мои братья, в своей книге, как это приводится в суре Аль-А'раф, приказал вот таким вот образом жить каждому мусульманину. Сказал: «Валиллахи асмауль хусна фад'уху биха». У Аллаха есть наипрекраснейшие имена. У Аллаха есть наипрекраснейшие имена, то есть имена, которые содержат в себе качества какие-то, описание какое-то. Аллах описывается, Аллах такой. И Он нарек себя этими именами. У Аллаха есть наипрекраснейшие имена. «Фад'уху биха». Так поклоняйтесь и взывайте к Нему этими именами. Значит, на тебе лежит обязанность узнать сначала, какими качествами обладает твой Господь, а потом поклоняться и взывать к Нему этими именами. Что касается тех, которые будут отклоняться от Его имен в другую сторону, то этим людям Аллах пригрозил после этого и сказал: «Вазару ллазина юлхидуна фи асмаихи». И оставьте тех, которые отклоняются в вопросе Его имен, либо отрицает Его имена, либо не принимает Его имена, либо насмехается над именами Всевышнего, либо отрицает качества, которые содержат, и многое другое, что делают некоторые безбожники, некоторые неверующие люди, может быть, некоторые представители ложных религий или некоторые секты. Аллах Всевышний говорит: оставьте их всех. «Саюджазауна ма кану я'малун». Им скоро воздастся за все то, что они делают. Это как бы угроза таким людям. И тот человек, который познает Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, вот таким вот образом, по-настоящему узнав его такой, какой он есть на самом деле, описуем вот таким образом в Коране и в Сунне, уверует во все это, оценит Аллаха должным образом, уверует, примет все эти качества, все эти имена, когда познакомится поближе с Аллахом, уверует в это, начнет совершать сразу же все то, что Он приказал ему, без замедления, без задержек, будет выполнять свои обязанности перед Ним и сторониться Его запретов. Все то, что дозволил Всевышний Аллах, будет считать дозволенным, а все то, что Он запретил, будет считать запретным. И во всем этом, живя таким образом, он надеется на милость своего Господа и боится Его наказания. Всю жизнь вот таким вот образом будет жить. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, нет сомнения, что обещал таким людям прощение от себя и великую награду. Какие три основы должен знать каждый мусульманин? Это познание раба своего Господа, говорит автор. Своей религии, потом говорит, своей религии на основе доказательств. На основе доказательств. Мусульманин должен знать свою религию. Если ты говоришь, что ты мусульманин, что твоя религия ислам, не будет правильным не знать то, к чему ты себя относишь и к чему ты себя приписываешь. Не совсем правильно будет. Ислам в себя включает все заповеди, все законы, которые имеются в этой религии, которыми Аллах обязал всех людей, и ради этого Он их создал. На основе доказательств, не следуя слепо за кем-то, не отдаляясь от знания. Нет, на основе доказательств знает из откровения Всевышнего Аллаха, Корана и Сунны. Что касается слова ученых, то они нам всего лишь объясняют и поясняют. Слова кого? Слова Аллаха и слова Его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Но сами по себе слова ученых не являются откровением. Поэтому в некоторых их словах найдешь ошибки. В некоторых словах ученых найдешь ошибки. Почему? Потому что это не откровение. И их слова вовсе не являются доказательством. На самом деле доказательством является то, что открыл Аллах своему пророку из своего писания, священного Корана, а также то, что внушил посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, из сунны, его речей, его деяний, его подтверждений. Потом говорит познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Недостаточно знать того, что твой пророк, его звали Мухаммад. Многие мусульмане говорят: мой пророк Мухаммад, но этого недостаточно. Однако познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, включает очень много вещей. Надо знать его личность, какой он был, как человек, как личность. Надо любить его больше всех, даже больше, чем свою семью, свое имущество, своего отца или своих родителей, своих детей. Надо любить все то, с чем он пришел, любить все то, что он говорил, любить все то, к чему он призывал.
любое действие, которое делал пророк, любить это. Все то, что говорил, к чему призывал, с чем пришел, что проповедовал, что преподавал, все это ты должен любить. Либо в общем, либо в конкретном каком-то вопросе, который ты узнал. То, что ты подробно узнал из проповеди пророка, ты обязан их любить в подробном виде, который ты узнал. Допустим, узнал то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал совершать пятикратный намаз днем и ночью. У тебя есть утренний намаз, называется аль-фаджр. У тебя есть обеденный намаз, который называется аль-зухр. Потом предвечерний намаз, который называется аль-аср. Потом есть вечерний намаз, который называется аль-магриб. Потом есть ночной намаз, который называется аль-иша. Это ты подробно узнал. И подробно узнал, как они совершаются, все эти намазы. Из скольки ракаатов состоит каждый намаз и так далее. Вот так ты подробно узнал это и полюбил это все. Но есть вещи, которые ты не узнал подробно. Примерно знаешь, но подробно о них знанием не обладаешь. Ты должен все равно это любить в общем форме. Потому что если она до тебя дойдет, ты уже подготовлен, и ты уже воспримешь их с любовью и с открытой грудью. Это имеется в виду по словам ученых, что ты должен любить все то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в подробном виде и в конкретном каком-то вопросе, который ты узнал. Должен любить все это. И должен делать амал, поступать в соответствии с тем, что ты узнал из руководства и прямого пути, на котором был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как ты будешь следовать за человеком, которого ты не знаешь? Как ты будешь следовать за человеком, которого ты не знаешь? Надо знать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ознакомиться с его сирой, ознакомиться с его жизнеописанием, хотя бы вкратце. Хотя бы что? Хотя бы вкратце. Эти три основы, они, братья, важные основы. Эти три основы, они очень важные. Говорит здесь автор, если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку, то скажи: познание раба своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это очень важно знать. После того, как вкратце упомянул, какие основы нужно знать каждому мусульманину, автор приступает к подробному изложению каждой основы. Сейчас раскроет нам первую основу, в чем она заключается. Как ты будешь познавать своего Господа, Творца Всевышнего Аллаха. Что нужно знать тебе, чтобы подготовиться ко встрече со Всевышним. Потом приступит к изучению второй основы, раскроет нам знания о ней, а потом приступит к разъяснению третьей основы. И мы нуждаемся, как сами говорили, в изучении этих трех основ. Говорит автор, рахимахуллаху та'аля, первая основа. Эти три основы мы должны стараться с вами заучить с доказательствами. У нас есть основной текст, который написал автор, и будем с вами комментировать этот текст также, чтобы было более понятнее его слова для каждого, о чем идет речь, и чтобы расширить пользу. Мы должны с вами быть внимательными. Основной текст, который написал автор, обязательно нужно их заучить с доказательствами. Понять, принять и уверовать в них. Мы с вами на первом уроке что говорили? Неверующий человек, который не сможет ответить на вопросы в могиле, что скажет? Я не знал. Я слышал, что люди говорили что-то, я тоже это повторял и говорил. Это слепое исследование. Ему скажут: ты не знал и ты не читал. Будут порицать человека за то, что он не знал, то, зачем следовал. Так дело не пойдет. Поэтому надо заучить аяты священного Корана, заучить хадисы, которые упомянет здесь автор, понять на основе доказательств и уверовать в них. Но если потом, предположим, через некоторое время ты забудешь эти доказательства, но точно будешь помнить их смысл, и уверуешь в них в свете этих доказательств, которые ты понял и узнал. Если потом в дальнейшем ты когда-то их забудешь и не сможешь их воспроизвести в своей памяти точно так же, как ты заучил их в первый день, то скажем, ничего страшного в этом нету, иншаллах, и что в могиле ты сможешь ответить на вопросы. Если Аллах укрепит тебя твердым словом, сможешь ответить на вопросы в могиле. За это человек спрошен не будет, то, что он забыл доказательства. Но нужно стремиться, и самое важное, это понять эти вопросы на основе доказательств, на основе доказательств. Здесь автор говорит, первая основа. Если тебя спросят, кто твой Господь, то ответь. Автор начал разъяснять нам эту великую основу познания рабом своего Господа, Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Та'аля. Если тебя спросят, кто твой Господь, как мы с вами говорили, мусульманин должен знать, кто его Господь. Должен познакомиться со своим Творцом, который создал его, который является его покровителем. Должен ознакомиться с его величием, узнать, насколько он славен, насколько он прекрасен, насколько красиво все то, что он делает, насколько он велик и возвышен над творениями, какими качествами и какими именами он обладает. Должен познавать это и стремиться к этому. Ведь он его создание, ведь он его творение. И не забывайте, братья, то, что это самое
лучшее из всех наук. Почему? Потому что это знание связано с Творцом Субханаху ва Тааля, связано с Ним, с Его именами, атрибутами и качествами. Точно так же, как самая великая цель является стремление к Его лику. Точно так же, как поклонение является самым почетным из дел, а Его восхваление, прославление на языке, который произносит раб, является самыми почетными словами. В этом и заключается истинная суть религии Ибрахима, дороги Ибрахима, алейхиссалям, который исповедовал чистое единобожие и призывал к этой религии вот таким вот образом. И на этом сошлись единогласно все пророки, которые были до Ибрахима и которые пришли после Ибрахима. Все они, все до единого, не разногласия, говорили о том, что Всевышний, Субханаху ва Тааля, описуем такими совершенными качествами, которые заставляют сердца содрогаться, восхищаться Его совершенством и поклоняться только Ему одному, зная все это. Как об этом сказали ученые, что призыв всех посланников состоял из 3 частей, основных частей. Первая часть призыва была ознакомление творения с Господом миров, с Его именами, качествами и деяниями Его. Вторая часть ихнего призыва было знание о дороге, которая ведет к Нему. Ознакомливали творение с дорогой, которая приводит к Нему, Субханаху ва Тааля, то есть поминание Его, благодарность к Нему и поклонение Ему, которое строится на совершенной любви и совершенной покорности и униженности перед Ним, Субханаху ва Тааля. Что касается 3-й части призыва, ознакомление с тем, что ожидает творений после того, как они придут к Аллаху или вернутся к Нему. То, что Он уготовил тем, которые познавали Его, узнавали о Нем, поклонялись Ему. Что их ждет после этого, когда они встретятся с Ним? Какое блаженство их ожидает в раю? Какие наслаждения они там вкусят? Его довольство, которое проявится там, а также возможность увидеть Его. Это и многое другое входило в эту 3-ю часть ихнего призыва. Конечно, самый лучший и кому достался великий удел в этом вопросе является кто? Самый последний, самый любимый, самый почетный из всех посланников и пророков – это ихняя печать. Пророк Мухаммад ибн Абдиллах, саллаллаху алейхи вассалям. Днем и ночью жил среди сподвижников, а также в Мекке призывал многобожников, говорил об Аллахе, знакомил их, описывая Творца многими качествами совершенства. В разных ситуациях, различными методами разговора, применяя свое красноречие. После такого разъяснения познание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля селилось в сердцах Его верующих рабов. И исчезли сомнения о Нем и все колебания о Творце. И Он, саллаллаху алейхи вассалям, в этом своем призыве, когда знакомил людей с Творцом, не оставил после себя никому необходимости в разъяснении этого вопроса. После себя никому не оставил необходимости говорить об Аллахе Субханаху ва Тааля, чтобы узнать о Нем. Чтобы узнать Аллаха Субханаху ва Тааля, все то, что необходимо знать каждому мусульманину, об этом пророк рассказал, четко объяснил. Нету теперь необходимости у нас слушать кого-то другого. Нет у нас необходимости слушать кого-то другого. Его речь была в этом достаточно и излечила все сердца. И избавила от необходимости искать какой-либо другой источник познаний Творца. Как сказал об этом Всевышний, «Авалам якфихим анна анзальна алейка аль-китаба ютля алейхим, инна фи залика ла рахма ва зикра ли кауми ю'минун». Разве им недостаточно, говорит Аллах в этом аяте, разве им недостаточно, что мы не спаслали тебе Писание, которое читается им? Воистину в этом милосердие, милость и напоминание для людей верующих. Поэтому, если почитаешь книгу Аллаха, найдешь там очень-очень много качеств, имен, атрибутов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И есть много аятов, где Аллах зовет своих рабов, призывает их, чтобы они знали Его. Допустим, Аллах говорит: «Фа'ляму анна Аллаха азизун хаким». В суре Аль-Бакара говорит: знаете то, что Аллах азиз, хаким. Азиз — это имя Аллаха, в котором содержится качество могущества. Хаким тоже, в котором содержится качество мудрости. Знаете то, что Аллах могущественный, мудрый. «И'ляму анна Аллаха шадидуль икаб ва анна Аллаха гафурур рахим», говорит в суре Аль-Маида. Знаете то, что Аллах силен в наказании, и то, что Он, Всевышний Аллах, является прощающим
милосердным. Также говорит в суре Аль-Бакара: «Ва'ляму анна Аллаха ганиюн хамид». Все прекрасно знаете, что Аллах самодостаточный, богатый, ни в ком не нуждается, и достохвальный всегда заслужит, чтобы его восхваляли. Также говорит: «Ва'ляму анна Аллаха сами'ун алим». Знайте то, что Аллах слышащий и знающий. Также сказал Всевышний: «Фа'лям аннаху ла иляха илля. Знай, что нет божества, кроме Аллаха». И тому подобные аяты. Аллах призывает своих рабов, чтобы они знали, какой Он. Почему? Потому что этого хочет Аллах. Потому что этого хочет Аллах. Аллах хочет и требует от своих рабов, чтобы они знали Его. Потому что все беды от невежества, когда раб не знает, с кем имеет дело, и не знает, как обращаться с Аллахом, субханаху ва тааля. Так или не так? Многие мусульмане совершают великие ошибки в своей жизни. Даже, может быть, кого-то это ввергло в мучительные наказания после смерти. По причине чего? По причине их невежества об Аллахе. И по причине того, что они не знают, с кем имеют дело и как относиться к Нему. Как, допустим, слова некоторых людей, которые, посмотришь на него, намаз не читает, 5-кратно намаз не читает, 5 раз в день намаз не совершает, а потом еще говорит, что он будет в раю. Или может утверждать, что ему рай обеспечен. Почему? Когда спрашиваю его, он говорит: я не грешу. Под грехами имеет в виду, что он не пьет и не курит. Я не знаю, но почему-то такое понятие или представление о злодеянии у нас сложилось вот таким вот образом. Считает, что злодеяние — это пить и курить, и ходить вот так вот беталде. А то, что он намаз не совершает, для него это нормально. Разве можно сказать, что этот человек знает Аллаха как Творца? Субханаху ва тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводит имам Ат-Табарани, рахимахуллаху тааля, говорит: если человек всю жизнь проведет в довольстве Аллаха, а потом встретит его в судный день, посчитает все эти свои дела ничтожными перед ним, никакими, будет чувствовать себя, что он вообще ничто не сделал. Это про кого говорит здесь пророк, алейхи салату вассалям? Про человека, который прожил всю свою жизнь, ища довольства Аллаха, то есть сделал все то, что является угождением Творцу, все то, что вызывает довольство Творца, его благосклонность. Всю жизнь так прожил, а в судный день, когда воскреснет, говорит пророк, посчитает эти свои дела ничтожными. Почему? Потому что он в судный день узреет своими глазами, насколько велик Аллах и насколько ничтожны его дела. Потому что он теперь сравнит свои дела с величием Творца, так как увидел его. Поэтому ангелы, а также многие другие в судный день осознают эту великую основу, когда скажут: «Субханака ма абаднака хакка ибадатик», как пришло в некоторых риваятах. «Пречисты, о Аллах, мы не поклонялись Тебе должным образом. Мы не смогли выполнить поклонение Тебе так, как Ты этого заслуживаешь». Когда все это знание, вся эта речь будет сказана, когда они приобретут аль-якин, убежденность, когда столкнутся, когда увидят, когда умрут. «Аль-хакумут такафур, хатта зуртумуль макабир, калля сауфа та'лямун». Вас отвлекает страсть приумножить себе богатство, приумножить себе детей, приумножить себе чего-либо еще другого. Вас это все отвлекает, Аллах говорит. Отвлекает от сути самой, ради чего были вы созданы, от этой цели, это вас все отвлекает, говорит Аллах. До каких пор это будет длиться? «Хатта зуртумуль макабир», пока вы не навестите могилы. «Калля сауфа та'лямун». Так нет, скоро вы узнаете. «Фумма калля сауфа та'лямун». Еще раз, нет, вы скоро узнаете. Первое нет, вы скоро узнаете. Это для могилы. Второе нет, вы скоро узнаете. Это для судного дня. Скоро вы узнаете. Ильм, якин, когда придет? Когда умрет. Когда увидит, насколько велик Аллах и насколько Он был дерзким по отношению к Нему. Субханаху ва тааля. Значит, все проблемы у нас возникают. Это по причине невежества о Творце, который создал нас, субханаху ва тааля. Поэтому, говорит автор, первая основа — познание Всевышнего Аллаха. У кого в сердце будет хоть крупинка жизни, или хоть какая-то любовь к Создателю, или хоть какое-то стремление угодить Ему, или хоть какая-то тоска по встрече с Ним, или хоть какое-то желание познакомиться с Ним и узнать что-то о Нем, такой человек, несомненно, поставит себе главной целью жизни – это узнавать об Аллахе все больше и больше. Почему? Потому что тоскуют по встрече с Ним, жаждут узнать своего Творца только люди, обладающие здравым, непорочным сердцем. И их сердца успокоятся только тогда, когда они начнут познавать того, который создал их. И это для них будет самым радостным делом и самым
радостным занятием в их жизни. И когда начнут познавать Творца, почувствуют то, что они действительно вот получили сейчас, то, что удовлетворяет их духовную жизнь. И не перестанет раб жить таким образом, пока не будет возвышаться у Всевышнего Аллаха, подниматься к Нему степенями, возвышаться в этой жизни и в последней. И люди в этом вопросе отличаются. Кто-то из них стремится все больше и больше узнать об Аллахе, а кто-то хочет знать меньше. Иначе говоря, кто-то хочет увеличить свою веру познанием Творца, а кто-то хочет быть в числе лишенных. Это милость Аллаха, которую Он дарует кому пожелает из своих рабов. И несомненно, если человек познает Аллаха, он обязательно полюбит Его, а его язык неустанно будет поминать Его, субханаху ва та'аля, и будет всегда стремиться приблизиться к Нему и угодить, потому что поклонение Аллаху, братья, поклонение Всевышнему, субханаху ва та'аля, зависит от твоего познания, насколько ты знаешь Аллаха, насколько ты знаешь Его прекрасные имена и совершенные атрибуты. Насколько будет твое знание об Аллахе, настолько будет прочным и качественным твое поклонение. И всякий раз, как раб будет больше знанием о Творце, субханаху ва та'аля, будет больше всех знать о Нем, будет сильнее всех стремиться к Нему, больше поклоняться и ближе к Нему. А если будет меньше всех знанием об Аллахе, то нет сомнения, будет он дальше из всех созданий от Него. И не забывайте, то, что Всевышний Аллах субханаху ва та'аля будет относиться к своему рабу так, как его раб относится к нему. Насколько ты будешь возвеличивать Аллаха, настолько будет Всевышний оказывать к тебе свой почет, свою щедрость, свою заботу. А если не сделаешь этого, то знай, что потеряешь то, чему замены не найдешь. Ибо всякая вещь, если потеряешь ее, найдешь ей замены, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ва та'аля. Если потеряешь, если не будешь познавать Его, то замены Ему не найдешь, а возвращение к Нему по-любому завтра, субханаху ва та'аля. Поэтому нужно удивляться положению многих людей, которые живут в этой жизни. Дни, месяца, года проходят, а их сердца окутаны грехами, покрыты занавесы. Между ними и познанием Аллаха толстая занавеса. Среди людей есть такие, которые даже и не почувствовали запаха этого. Мы уже не говорим о сладости веры, которую ощущает человек, когда познает Аллаха. Мы говорим даже, что есть люди, которые даже не почувствовали запаха этого. Покинули этот мир, так и не вкусив самого прекрасного в нем, как об этом говорили ученые. Вышел из этой жизни банкротом. Покинул этот мир, как скот, как животное. Субханаллах, просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он уберег нас от этого. Как говорили ученые, которые жили давным-давно, сказали, как жалко многих людей, которые покидают этот мир. Как жалко нам их, бедолаги. Вышли из него, так и не вкусив самого прекрасного в нем. А когда у них спросили, что самое прекрасное в этом мире, они ответили, это познание Аллаха, любовь, а также чувство радости от близости к Нему, субханаху ва та'аля, и тоске по встрече с Ним.